Тема сегодняшнего урока – тепловое движение, броуновское движение, диффузия, температура, способы ее измерения, температурные шкалы и основные положения молекулярно-кинетической теории. В 7 классе вы изучили механические явления. В этом году приступаем к изучению в начале изучению тепловых явлений. Вообще физика 7 и 8 класса – это своеобразный скелет физики, на котором потом наращиваются мышцы в 9, 10 и 11 классе. Собственно, те же самые темы вы проходите, что в 7 и 8 классе, но с большим углублением, скажем так. Так вот, тепловые явления. Что же такое тепловые явления? Вообще с тепловыми явлениями человечество знакомо достаточно давно. Например, самый простой пример могу привести. Древние знали хорошо, что если потереть две, досточки друг от друга, они нагреваются, и таким образом они добывали огонь. К тепловым явлениям относится это, когда энергия выделяется при горении углеродных видов топлива и так далее. То есть все, что связано с повышением температуры, получением некой энергии. Так вот, первоначально существовала теория о такой субстанции, как теплород. То есть считалось так, что теплород передается от одного тела к другому, и тела нагреваются, за счет этого нагревается. Атомистическое строение показало, этим занимался Демокрит, помните, что строение вещества, все вещества состоят из атомов, или как их Демокрит называл, первокирпичики. Так вот, тепловые явления объясняется и увеличение температуры за счет хаотического движения молекул. Когда молекулы двигаются, при повышении температуры скорость движения увеличивается. Примером теплового движения является, например, броуновское движение. Итак, броуновское движение было открыто в 1827 году шотландским физиком Броуном. Что наблюдал Броун? Он помещал пыльцу различных растений в воду и наблюдал под микроскоп, видел, что они движутся хаотически. Первоначально Броун посчитал, что они живые. Вот эти частички живые. Говоря вот в этом направлении или рассуждая в этом направлении, он решил, что можно выращивать растения. Таким вот образом он брал споры плауна, помещал в воду и наблюдал под микроскоп. Тоже видел хаотическое движение их. Чтобы убедиться, что действительно частички живые, он взял нерастворимые, чуть позже это проделал, взял нерастворимые в воде краску гумигут, есть такая краска минеральная, наблюдал опять то же самое и заметил, что при повышении температуры внешней среды скорость движения, хаотического движения частичек этих увеличивается. Вот отсюда попытался сделать вывод какой-то, но объяснить причину этого движения, зависящего, кстати, от температуры, он не смог. Чуть позже, в 1905 году, Эйнштейн объяснил причину броуновского движения. Объяснил он следующим образом. Что происходит при броуновском движении? Вот она, броуновская частица, так мы ее будем называть. Молекулы, двигаясь хаотически, с разных сторон ударяют в эту частичку. Скажем, одновременно с этой стороны в какой-то момент ударяют 3 частицы, с этой стороны 2 частицы. В результате чего частица начинает двигаться в этом направлении. Почему? Потому что с этой стороны большее число молекул действует на эту частицу. В следующий момент из-за хаотического движения молекул, с этой стороны, допустим, большая часть частиц ударяется, частица меняет свое направление. Поэтому хаотическое движение броуновской частицы объясняется тепловым или хаотическим движением молекул. Вот. Следующий пример теплового движения – это диффузия.
Ну вот, собственно, здесь кратенько скажу, потому что в 7 классе о диффузии вы говорили. Значит, диффузия – это взаимное проникновение молекул одного вещества в межмолекулярное пространство другого вещества. Вот. Здесь не следует думать, что есть какое-то именно взаимодействие между молекулами или молекула проникает в молекулу, что очень часто говорят учащиеся. Нет, молекула проникает в межмолекулярное пространство другого вещества. Ну, примером диффузии может служить это распространение запахов различных. Вот вам один из примеров. Например, если в кабинет внести, скажем, духи какие-то и распылить, то со временем запах распространится по всему кабинету. Кроме газов, диффузия может происходить в жидкостях. Естественно, так как расстояние между молекулами жидкости меньше, чем в газах, то скорость диффузии здесь протекает гораздо медленнее. В твердых телах тоже может происходить диффузия. Например, был проведен такой интересный опыт. Взяли 2 пластины, одна свинцовая, другая золотая. Вот. Составили их вместе, под пресс поместили и при температуре примерно 20 градусов Цельсия держали 5 лет. Через 5 лет молекулы золота проникли в свинец. Соответственно, молекулы свинца проникли в золото на 1 миллиметр. То есть мы делаем вывод, что диффузия в твердых телах происходит гораздо медленнее, чем в газах и в жидкостях. Но во всех агрегатных состояниях она имеет место быть. То есть диффузия происходит. Вот теперь то, что касается температуры. Что же такое температура? Это физическая величина, которая характеризует степень нагретости тела. Ну, это является такой субъективной характеристикой, что она является мерой средней кинетической энергии хаотического движения молекул. Температура показывает, в каком направлении происходит естественная передача энергии, измеряется термометрами. Термометры бывают жидкостные. К жидкостным термометрам относятся это известные ртутные. Ну, например, медицинский термометр, который в повседневной жизни мы называем градусник просто-напросто. И к жидкостным термометрам относятся термометры, рабочим телом которых является спирт, крашеный спирт. Они используются при достаточно низких температурах. При низких температурах ртутные термометры использовать нельзя. Вот. Но связано с температурой замерзания, так называемой. Но чуть позже об этом будем говорить. Термометры бывают электронные и газовые. Вот теперь какие шкалы. Первая шкала известная – это шкала Реамюра. Для любой шкалы существуют так называемые реперные точки или отправные точки, между которыми потом происходит деление на определенное деление и выводится цена деления. Отправной точкой является температура замерзания воды, это 0 градусов Реамюра. И вторая реперная точка – это 80 градусов. 80 градусов Реамюра. Это была принята температура кипения воды. Ну, не очень удобная шкала получилась. Чуть позже была придумана шкала Фаренгейта. Так, здесь 3 реперных точки. Первая точка – это начальная точка, температура самой холодной зимы 1709 года. Вторая точка – это температура замерзания воды или плавления льда. Вот. Это температура, при которой замерзает лед, вода замерзает и, стало быть, плавится лед. Между ними было 32 деления. 32 деления между этими точками. И третья точка – это температура человеческого тела. Она составляла 90 градусов Фаренгейта. Вот. Ну, тоже не очень удобная шкала получалась, потому что температура
самой холодной зимы оказалась, естественно, отрицательной. Но между ними, так как здесь 0 градусов, и между ними 32 деления. Не очень удобное. Наиболее удобная это шкала Цельсия. Шкала Цельсия. Реперные точки – это температура кристаллизации воды 0 градусов Цельсия. И вторая температура, температура кипения воды – это 100 градусов Цельсия. Вот наиболее удобная. Кстати, существует взаимосвязь между шкалой Фаренгейта и шкалой Цельсия. Почему, для чего нужна эта связь? А потому что в некоторых странах, еще, например, в Соединенных Штатах, Австралии, шкала Фаренгейта используется. Как связаны шкала Фаренгейта и шкала Цельсия? Это температура по Цельсию умножить на 9 пятых и плюс 32. Ну, понятно, почему 32. Вот сюда обратите внимание, это получилась температура по Фаренгейту. Вот такая связь между шкалами Цельсия и Фаренгейта. Ну и наибольшая нужна была какая-то температура, которая показывала своеобразную отправную точку. Эта шкала была придумана Томпсоном Лордом Кельвином. Он ввел понятие абсолютного нуля температуры. Температура по шкале Кельвина обозначается Т большой. Вот. Абсолютный ноль температур – это 0 Кельвина. 0 Кельвина. Вот. Что это за температура? Абсолютный нуль температур. Это температура, при которой кинетическая энергия хаотического движения молекул будет равна нулю. Ну и, собственно, здесь я сразу запишу формулу связи кинетической энергии и температуры, то есть кинетическая энергия зависит от температуры. В 10 классе вы видите эту формулу 3/2 КТ. Вот это вот, где К это постоянная Больцмана, ну, можно записать ее, постоянная Больцмана равна 1,38 умножить на 10 минус 23 степени джоуль разделить на Кельвин. Вот. Температура по шкале Кельвина, во-первых, не зависит от рода вещества. Это первое. И не является отрицательной. То есть отрицательной температуры не может быть. Вот эта температура, равная абсолютному нулю, соответствует температуре по шкале Цельсия минус 273,15 градусов Цельсия. Ну и, собственно, мы должны знать перевод, каким образом со шкалы Цельсия мы переводим в шкалу Кельвина. Связь между ними Т равно Т маленькая плюс 273. Ну, то есть 15 мы просто-напросто упускаем. Вот такова связь между температурами по шкале Цельсия и Кельвина. Здесь еще нужно запомнить следующее, что цена деления по шкале Цельсия и по Кельвина одинаковые. То есть можно записать, что 1 градус Цельсия равен 1 Кельвину. То есть цена деления у них одинаковая, что оказалось достаточно удобно. Ну и теперь основные положения молекулярно-кинетической теории. Основные положения молекулярно-кинетической теории были сформулированы Ньютоном, Гельмгольцем, Больцман приложил и свою руку, скажем, к этому, и Максвелл. 3 основных положения молекулярно-кинетической теории. Первое положение. Все вещества состоят из частиц. Это первое положение. Обратите внимание, что здесь не конкретизируется именно из каких частиц. Все это связано с химическим строением. Например, для газов газы бывают одноатомные. Бывает плазма, это сильно ионизированный газ, и молекулярные газы. Ну и, собственно, химическое строение других веществ то же самое. Поэтому не конкретизируем, просто говорим, что все вещества состоят из частиц. Второе положение. Частицы движутся хаотически. Понятно, что характер движения у каждого агрегатного состояния различное. Например, у газов это движение с большим
пробегом, то есть от столкновения до столкновения проходит достаточно большое расстояние, ну и так далее можно рисовать. Вот. В жидкостях характер движения немножечко другой, но это хаотические движения. Вот эти перескоки молекул друг через друга тоже носят характер хаотический. То есть по разным направлениям молекулы перескакивают одна через другую. И в твердых телах тоже характер движения различен. Находясь в узлах кристаллической решетки, молекулы совершают колебательные движения. Причем это движение асинхронное. Например, вот скажем, одна молекула, другая. Они движутся асинхронно, то есть в противоположных направлениях. И третье положение молекулярно-кинетической теории, вот мы с вами записали, это МКТ, молекулярно-кинетическая теория. Третье положение – частицы взаимодействуют друг с другом. То есть здесь мы говорим о характере взаимодействия. Итак, смотрите, что у нас получается. Энергия движения – это кинетическая энергия, энергия взаимодействия – это потенциальная энергия.